Тихо-тихо, автобус. Всем привет. Решили сходить до площади, прогуляться, посмотреть, как украсили город к Новому году, что есть на площади. Сейчас уже подошли к площади. До этого я видела, что елку установили, а вот Ледовый городок еще не видела. Но, честно говоря, мы тут выпали из жизни. У меня младший ребенок заболел. Теперь я болею. Вот уже сколько дней? У меня уже где-то дня 4, наверное. Сегодня решила все-таки, что надо сходить посмотреть. Немножко поснимать. А то после Нового года это же недолго все будет стоять. Все потом уберется. Давай мне ставь. Давай. Пойдешь скатываться? Да. Давай, я тебя здесь подожду. И решили мы, значит, пойти посмотреть, что на площади. Потому что время идет. Я что-то каждый день все хотела сходить. Откладывала. Вот. Вирус у меня какой-то странный. Один день нормально, один день плохо. Вот вчера вообще плохо было. И высокая температура была. И все у меня. Бронхи спустилась, вся инфекция. Младший тоже болел. Младший ребенок у меня тоже вот изначально он простыл. Мы с ним сходили в больницу к семейному доктору. Кстати, семейный доктор принимает бесплатно. И выписали нам противовирусное. Мы пьем, но в принципе он уже поправился. Так, вот Ледовый городок небольшой. В прошлом году тоже горка, да, была, Кирилл? И что еще были? Лабиринты. Горка и... А, вот такие были тоже домики. Велосипеды выставили. Это что за украшения повешали? Смотри, этот канатная дорога. Это типа такая, как Кирилл, ты меня не теряй. Это темно. На улице так прохладно. Вообще минус 24. Ощущается как минус 28. Но ветра нету. Из-за этого теплее. А, вот желтая горка. Кирилл. Ты где? желтая медленнее, желтая не сколько, чем красная. Желтая, красная. Две горки, да? Да. Желтый, да. Сегодня 30 декабря. У меня еще дома конь не валялся. Ой, смотри. Салаты не нарезаны. Манты не налеплены. Завтра буду готовить. Я так немножко уберусь. Сразу извиняюсь за кашель. Еще на улице то, что горло раздражается, кашель появляется. Уличная еда горячая. Завтра мы хотим сходить сюда на площадь, наверное, часов после 9. Погулять и потом домой прийти, Новый год отметить. Так, опять ребенка потерял. Ага. Сцену поставили, наверное, завтра какой-то концерт, что ли, будет. Кирилл, дай я варежку одену. Пошли к елке сходим. Давай, сходи. А вот рабочие сцену непонятно, разбирают или собирают. Темно, ничего не видно. Непонятно, вроде как собирают сцену. На завтра, скорее всего. А?
Смотри, вот что такое. Еще какой-то лабиринт небольшой. Тоже продают горячую еду, велосипеды. Вот и елка. Ну вот, главное, елка на площади. Мне кажется, в прошлом году была точно такая же елка. То есть точно так же украшена. Надо посмотреть по фотографиям. Уже здесь Санта-Клаус ходит, с ним все фотографируются. Новогодние цифры, шарик. Очень много детей, время 11 час. Вот Санта-Клаус. Кому не мешает? Завтра, наверное, народу, думаю, будет много. Вон где Дед Мороз. Настоящий с Лапландии. Так, где мой ребенок? Вот мужчина снимает на телефон, ну, со штативом. Интересно, это фотограф или это они сами принесли для себя? Наверное, сами для себя, скорее всего. Такая елочка. Мы сейчас пойдем через парк. Там тоже красиво украшено. Пойдем посмотрим. Так, а вот еще сюда не хотели. Что здесь? А, ну это, скорее всего, уличная еда. Что там? Врезали собаку? А, пойдем еще циферки посмотрим. Нет, собак боятся. А, это они могут. Сахарную вату продают. Ой, как? Сладкая вата, да, это называется? Сладкая, да? Ага. Сухое. Пошли еще цифры посмотрим. Вот ноль. Вот. Так, главное, цифры сделали, а к ним, чтобы с лицевой стороны посмотреть, их и не подойти к ним. Здесь 20, а там 26. Их сцена разделяет. И это еще как каток. А, вот дорожка, да? Так, вот так можно цифры посмотреть. Не знаю, видно будет, нет? 20. Все носит, все носит. Так, здесь чуть камеру не снесли. Вот фотограф работает. Дай мне собаку мою. Это, наверное, фотосессия. И 26. Почему-то шестерка не горит, видать, что у них с проводами. Конечно, был бы дрон, было бы можно было запустить, было бы красиво видно.
Если вы вдруг замерзли, то не проблема пойти горяченького купить и согреться. Так, ну... Вовнутрь не пойдем. Там музыка играет. Там эти столики стоят, и можно пойти покушать. Я просто не хочу заходить со Стевкой. Пошли, пойдем через парк в ту сторону. Короче, все, что летом какие есть аттракционы, то и сейчас начали выставлять. Вот шарики можно пострелять. 2 лотка вон. 1, 2. Сладкая вата. Все есть. Мороженого нет. Мы пошли в парк, и тут я направо повернулась, увидела, что там тоже что-то украшено. Кирилл, говорю, пойдем посмотрим. Ну тут просто украсили. Просто я думала, может, елочка стоит. Тоже смотри. Еда есть. Ну-ка, пойдем. Что там? Я здесь первый раз в этом проулке. Ни разу здесь не ходила. Они не работают, так неинтересно. Какой-то павильон. Наверное, здесь можно тоже пойти покушать. Чтобы не на холоде сидеть, а в тепле. Вот елочку поставили. Так, это возле театра. Тоже как украсили. Сделали небольшое. Ой, здесь вообще народу никого нет. Вот куда надо идти. Стафоша. Ледовые фигуры. Стефа. Маленькая горка для маленьких. Ой, сколько? Вот прямо если смотреть, тут площадь. И мы пошли. Хотим в парк флага зайти. Там тоже очень красиво украшено. И еще пути увидели возле театра. Вообще-то здесь двойная сплошная, а он разворачивается. Здесь никак нельзя разворачиваться. В Улан-Баторе есть 2 парка. Национальный парк и городской. Но городской парк, он состоит из 2 парков. То есть городской с аттракционами — это еще старый парк. И к нему пристроен парк флага, который построен с помощью компании Rio Tinto не так давно. Парк такой современный. Вот. И он так красиво сейчас украшен. Вот он уже начинает появляться на горизонте. Там тоже елка стоит. Все светится. Сейчас будем
через него проходить. Вон елочка светится. А вот площадь, как бы она за вот этими зданиями. Вот это здание Парус. Вот. И вот начинается парк. Летом парки очень живые, очень много народу в них. Начинает где-то в мае открываться. В городском парке есть колесо обозрения, американские горки. Есть озеро, где можно покататься на катамаранах. В национальном парке это больше пойти на велосипедах покататься, погулять. Там тоже мороженое продают, еду. Поезд там для маленьких ездит. Ну, такое вот. А аттракционы это, конечно, городской идти. Девчонки боятся на собаку. Хоп-хоп. Честно говоря, пока я здесь не начала жить, я не видела, что так собак можно было бояться. Тем более моя маленькая собачка, которая даже ни на кого внимания не обращает. А вот. Подожди. Рио Тинто написано в 2024 году. То есть он вообще, получается, молодой парк. Пришли, вообще народ никого не было. Хотела поснимать, и народ начал. Пошли, Кирилл. Пойдем, потихоньку здесь пойдем. Только что никого не было народу. Как начала снимать, все, сразу все фотографируются, идут. Я, честно говоря, такой парк пустым первый раз вижу. Летом здесь не протолкнуться. Очень много народу сюда ходит. Сейчас уже и время поздно. Уже, наверное, часов 11. Стой. На качели? Туда? На какую? Иди, я сейчас это, и пойдем домой уже, а то я уже замерзла. Ой. А, вот там зеркала стоят, можно пофотографироваться. Ну, это не зеркала, это типа имитация зеркал для фотографий. Ну-ка, пойдем вокруг. Сколько, интересно, здесь гирлянд повешено на деревья. Там вот до конца дорога сделана. Сафаично.
Столько света, что у меня камера не может сфокусироваться. Вот светится американская горка. Там колесо обозрения. Сейчас как раз мимо будем проходить, потому что мы идем в сторону дома. Я уже все замерзла. На меня уже кашель напал сильный. Ветра нет, флаг вообще не развивается нисколько. Ветра нет. Ну и хорошо. Ой, собаки? Да доберманы еще. Ничего себе. Здесь таких вообще не встретишь собак. Ну, если мою собаку спаниель боятся. Интересно, как здесь с доберманами ходят. Стефа, пошли. Уже тоже замерзла моя девочка. А здесь часть парка такой в китайском стиле. А сейчас мы идем по городскому парку. Вот светится колесо обозрения. Только что там была реклама Фанты. А, вон светится Фанта. Елочки укрыли, чтобы не переморозились. Летом здесь очень много народу. Вот здесь озеро. Здесь можно шашлык прийти поесть летом. Очень вкусный. Мы ели, нам понравилось. Это получается у нас уже 3-й Новый год, когда мы празднуем не с родителями. Первый Новый год у нас мы 31 декабря прилетели в Улан-Удэ. Как сейчас помню, это было 6 вечера. Младший по дороге, как обычно, уснул. Мы домой приехали, заселились. Муж со старшим побежал быстренько что-нибудь нам на новогодний стол найти. Китайку быстро там на последних минутах забежал. Заказал еды нам в магазин. Побегал за шампанским. Еще помню, мы в 9 часов отметили Новый год. И из-за того, что летели мы несколько дней, и разница во времени, 12 по местному мы не дождались. И уснули. В прошлом году мы уже здесь жили всей семьей. Отмечали. И вот, получается, это наш 3-й Новый год. Это вход в парк. А, вот еще как красиво сделали. Не знаю, видно, нет? Торговый центр Сайолш. Там повешали снежинки. И получается, ты когда со стороны смотришь, они как будто вот так в небе парят.
Как будто в небе парят, как будто они вообще ни к чему не прикреплены. Красиво. А мы уже домой побежали. Во-первых, я уже замерзла и чувствую, что мне как-то не очень хорошо. Завтра, надеюсь, пойдем погуляем. Завтра все-таки Новый год. А, вот, кстати, особенность Монголии. Машины ездят гирляндами обвешанные. У нас в России как бы так запрещено, да? Это же отвлекает. Завтра 31 декабря. Новый год. Новый год — это все-таки праздник детства. Наверное, один из самых лучших праздников.